Бай-Ябай представляет. Oh my! Тухтар, и снова с вами рубрика Бай-Ябай. Тухтар, был рубрика, моим соведущим будет Миненкиев Азамат! Сегодня мы вам покажем, как можно в красном ключе отдохнуть по-байски и по-ябайски. Что здесь есть? Горнолыжная трасса, есть тюбинг ватрушки, есть хорошие отели, есть парк Красный Ключ, конные прогулки, снегоходы, баня. Это все можно вот здесь вот получить. И даже тюбинговая трасса. Это да. Всё, Хадыр, погнали тогда. Итак, Тухтар, погнали! Итак, Тухтар, Красный Ключ'та бай кешелер кетинде заселяться италар самый крутой отельдарға. А раз мен сегодня бай, мен решила заселиться в самом дорогом отеле Красного Ключа Голди Кей. На самом деле, вот мен Красный Ключқа келер алдынан бүтін хақтарды білішіп сықтым. И ең қибатлығы ошы отель болып сықты. И ең матуры. Қазір бір хақтар турасында Тухтар узынайым. Смотрите, какие ключики дают, доктор. Қатын-қыздарға розовый ключик дают, балаларға желтый, а ерлерге черный, некрасивый. Арбала, арбала, көңілік кетіп бара, бұл арбана. Территория загородного клуба Голди Кей очень огромная, вообще огромная. И в набережная выходит на набережную реки Белая Тухтар. Если кышкы хырбында несек матуры. А представляете, меня и хырбында несек матурды. Прикиньте, сразу же можно анда хырды сүрге. Представляете вы? Ой, подождите, что стойте. Здравствуйте. Здравствуйте. О, смотрите. Как мында зона ожидания, Тухтар. Представляете вы? Кресло қойғандар. Мында можно утырып, күтірге, когда меня предоставят номер. Это, короче, называется, по ходу дела, ресепшн. Здравствуйте. Здравствуйте. А про цены можно узнать? Да, конечно, вот наша прайс-лист на январь. А что у вас это, с каждым месяцем цены меняются? Блин, аж кем дал, куда гурман? У вас самый дорогой, получается, делюкс номер, да? Самый дорогой делюкс. Ага, в будни 2 человека, сутки, это завтрак только включен, да? Завтрак включен. 12 тысяч, да? 12 тысяч в сутки получим. Если делюкс бронируете в будни от 2 суток, то он уже будет стоить 10 500 за сутки. А. И будет включено трехразовое питание. О, нифига себе, короче, выгодно, оказывается, в будни бронировать, доктор. В будни бронировать хагар намного дешевле, да? Да. А самый дешевый номер? Самые дешевые номера — это стандартные номера, они находятся на цокольном этаже нашей гостиницы. На цокольном этаже, это значит, получается, в подвале, что ли? Ну, там не подвал, там окно полноценное, выходит в сторону реки. А, и сколько стоит такой? Вот цены 6 500, если на сутки, если от 2 суток, то 5 500. Не у всех есть деньги на дорогие, крутые, хорошие отели. Поэтому моя задача найти экономный вариант. У меня такая вот сегодня стоит цель. Как можно меньше денег потратить. Вот. Тоже дом посуточно, баня, прогулки на катере. Вот у вас это объявление, дом сдается. У вас комнат есть? На двоих сколько? 1400, 700 рублей у нас. А, 700 рублей на человека, да? Вот прям здесь горнолыжка. Вот прям за поворотом, да? Вот выезжаете, домик, вот вы просто объявление увидели, посуточно дома сдаются, поэтому заехали. Вот здесь прям номера есть, 700 рублей на человека стоит. Вот, в принципе, здесь таких домов, наверное, много. По улице едешь, все видно. Есть за 700 рублей на человека? На одного? Да, Вы один будете? я один буду, да. Пожалуйста. 700 рублей будет, да? Да. Классно? Классный комнат? Все, номер оплачен. 700 рублей на человека, такие хоромы. Сейчас я вам небольшой обзорчик сделаю, потом переоденусь, сумки, вещи, и на горнолыжку. Свой шкаф, очень удобный.
Внизу дополнительное постельное белье. Так, смотрите, какие у нас здесь ретро-кресла. Такие найти. По удобству, ну, нормально. Нормально. Как бы не разваливаются. Но если вот так и не делать. Если так делать, то что угодно может развалиться. Если вы там один номер сняли на 4, на 3, за 7 мест будет, в принципе, довольно комфортно. Да, я бы даже, наверное, здесь поспал бы. Полка. Ничего нету. Кровать. Самое главное здесь что? Кровать. Ну, на такую кровать точно никого не приведешь. Слава богу, я без супруги сегодня. Чувствуется то, что он такой уже, знаете, повидавший жизнь. То есть ни одно поколение туристов здесь на этой кровати, мне кажется, спало. Мне кажется, ни одно поколение туристов начало жизнь с этой кровати. В принципе, горячие. Да, вот это вот настоящие батареи. Дальше радиаторы. Вид с окна у нас прям как в Куршавел. Смотрите. Короче, достар, мына Голди Кей загородный клубының главный корпусы. Мына гостиницаға вообще шындай матур тігі буренеме, брустан ішленген, вообще матур Нуримановский урманынан ішленген гостиница, достар. Вообще такое прикольненькое, вообще такая шикарненькая, тігі швейцарский домиктарға оқшап тұра. Мында команда царит новогодняя атмосфера. Қарағанда группа ушундай инип кетебиз да, қарағанда бүтүн жерде плитка. Вообще қатарный зор гостиница, достар. Мына кетак длинный коридоры, мына бұл жаққа, оң жаққа, шунан хулакка жаққа, вообще номердар ынык. Көп достар, мына хаманда мында елка тұра. Прикиньте, достар, мында даже бар детский кроватка. Это какой уровень? Уровенский уровень. Итак, короче, достар, хадр мен сізге эшлеем обзор в этом загородном клубе. Біз сняли самый крутой номер Делюкс деп аталады. Итак, добро пожаловать в номер Делюкс. Короче, достар, очень большая, просторная такая комната. Достар, весь эшленген какой-то бурене мол, немекей мол, какой-то бір қызық бурене. Тұтқандар да еще ақ түске буяғандар. И что хотел сказать, прикиньте, мына выключательдар, қарағанда менде прикольный. Бац, бұрынғы замандағы істегендер, прикиньте. Бұнда бар, короче, үстел, дүрт кішіге отырғыз. Бұл немелі ковер түшегендар, ковер мұны білмеймін, әлі немекей. Шунан соң, бұнда бар осындай үстел, это чайная зона. Бұнда, короче, чайник бар, үз чашка бар, сей зеленый қара бар. Шунан соң, шекер қалғандар, графин үз бокалынан бар, холодильник бар, достар. Мына холодильник пустой. Мен думала, Турциялаға бір пиво болғандар екен тегенім, напитоктар ной жоқ, короче. И бұнда, кстати, бар бұна әлі немекей, бұл тегі кейімелерге, наверное, скорее всего. Вот, шундай удобный вешалка, мен немекей деп атала. Удобный диванчик, диван қатты, не проваливается, рахаттанып ятырға була, и бар, достар, телевизор. Включать қағында и рахаттанып қарайтын. Но бұнда телевизор қарап ятырға біздің вақыт юқ, достар. Идемте за мной. Осындай громадный балкон, достар. И қарағанда мындай шикарнейший вид асыла. Прямо на море, Нуримановское море, достар. Представляете, ма? Бұнда даже, говорят, водятся нуримановские касатки. И даже синий китар бар, прикиньте. Оно не замерзает даже зимой. Почему, интересно, не замерзает? Бұл қойын келейкі ху. Бұл приток Агиделя. Или yok mu? Астында подогревы бар. Короче, это водоем с подогревом. Бұнда даже қышқығын ху түшірген болады. Представляете, мы тут так? Потому что ху ет елы. Потому что айтам бет с подогревом. Бұнда бак. Неше пульсер уже асылау, бляха, муха. Ёпарасота. Что за фигня, не могу понять. Короче, бұнда бар ванная комната, достар, душевая кабина. Душевая кабина таптада, самое главное. Мен вообще, когда отельдарға заселяюсь, мен нық придирчивыймын, потому что мен нық чистоплотныймын. И в первую очередь я внимание обращаю на чистоту. Так, мен бұнда весь қарап сықтым, весь таза етіп еуылған, все аккуратно, күзгі бар, елы бар. И еще, достар, бұнда бергендар ике халат. Халаттары нық качественный. Махровый.
Меня я. Вот, ушай нормальный халат, больших размеров. Кстати, 2 штук. И опять-таки 2 полотенца. Унитаз не шевелится. Самое главное, а то куб атыльдардан, почему-то унитаз шевелится. Она не продегустировала, а ургаши спокойно нет. Шин бедрала. Хорошо смываться это. Все, вот такая вот очень уютная, красивая и чистая, самое главное, ванная комната. А Караева спальня. Вот такая вот спальня. О, блин. О, матрас очень качественный, доктор. Не проваливается. Вообще, ну, такой, похож даже на ортопедический матрас. Выдерживает даже мой вес. Очень хороший матрас. И бунда тоже так же доктор. И бунда также открывается шикарнейший вид на Нуримановское море. Блин, помоги снять. Давай. Давай. Девочка, да? Момент крема. Потому что бәләкей. О, смотри, как здесь круто. Даже баян есть. Детская зона даже есть. Если вы здесь не, вот здесь можно здесь поиграть. Очень много игрушек разных, много журнальчиков. Прикольно. Типа, я такие только в отелях видел, в других ресторанах. А здесь тоже есть детская зона. Здесь есть старый сервант, как у нас в деревне стоит, короче, смотрите. И здесь есть посуда. Хотите, берете большие тарелки, хотите, берете маленькие тарелки. Можно брать кружки, можно брать стаканы. Для тех, кому интересно, есть вот рюмочки, чтобы греться, когда холодно, после горнолыжки. Так, ладно, холодильник. Холодильник чистый, красивый. Ну, кровать, конечно, не как в Париже, в Милане, в Риме, в Пизе, в Берлине, в Чехии, в Праге, но что-то похоже на Амстердам. Короче, Милюша Камбикаля даже такси, бизнес. Поэтому я сейчас вот за ней поеду, с отеля ее заберу, и мы на горнолыжку поедем. Мы хотим спуститься с горы. Или как это называется? Нам нужен будет ваш документ, паспорт, либо водительский. У тебя есть водительский? Я взял паспорт. О, да? Ну ладно. Это он будет спускаться. А сколько стоит спуститься? Ну, Или что, это подъем, что ли, как-то? Это все платно. То есть... Это получается, если я 2 раза поднимусь, 300 рублей надо, да? Да. А если за час возьму, 400, да? Да. А за час я сколько раз успею подняться? Это в зависимости от того, как вы будете спускаться. А, да? Понятно. Короче, дешевле брать, наверное, за 4 часа. 850 рублей. Да. А праздничный 1500? Прикиньте, праздничный күнде 1500, 1300 гектар. Почти 2 раза, оказывается, праздничный күндерде артайды. Короче, дешевле бында келіп лыжыла, сноубордта түшерге таудан будние дни. Вообще, гостиницаны снимать только будние дни, везде такая система, какая-то странная система. А вообще-то не странная. На выходных просто людей больше. Да, давай, Азамат, бездельник, будние дни, я так что со скидкой беру. Он будет Ты не будешь кататься. понимать, что не Нет, ты что, нормально, Какой размер у тебя обуви? 41. Ты на чем будешь спускаться? На борде. Борт. А что, сноуборд от борта отличается чем-то? Да. И что? Как Джон Сноу, а просто Джон. Правда, что ли? Нет, то же самое. Сокращенное слово борт просто. Ай, нам пошли, не митингшінің басын қарпыраны біледі. Просто без снаряжения, получается, ботинки и сноуборд, бітағы бірге. Это за них отдельно платишь, что ли? Да. Все отдельно. Офигеть. Вот отдельно сноуборд платишь, отдельно ботинки платишь. Комплект 600 рублей. На 1 час. На 2 часа 900. То есть, если у тебя есть свои ботинки, своими ботинками приедешь, тебе можно борт брать. Если бы, наоборот, у тебя борт, если ботинок нету, отдельно ботинки берешь. Все понятно. Еще, смотри, очки. Шлем надо брать обязательно. Очки можно брать, но шлем надо обязательно брать. 200 рублей час стоит. Я бай малай должен экономить. Так что очки и шлем Азамат алмай. Аллах! Шлем, без шлема никак. Шапку продам, но шлем я возьму, да? Все понятно. Пойдем скипас. Это что такое? Скипас? Когда ты приезжаешь, тебе дают карточку, чтобы через турникет проходить и в гору подниматься. То есть нужно покупать скипас, а потом нужно покупать время. Здесь бугельные подъемники. Это вот когда ты идешь, палочки между ног засовываешь и вот так поднимаешься стоя. Это опасно, на самом деле. Я ни раз так не поднимался. Всегда поднимался на подъемниках сидя, либо закрытые подъемники. Вот, я не знаю, получится мне здесь подняться или не получится, но мне кажется, я буду очень много падать. Дурацкое крепление.
Кызарып кояш баттала, тагын яңы таң ата, тагын юлга сыга. Ну, подняться я поднялся. Трасса не широкая, но такая более-менее открытая, красивая. И вид отсюда реально классный. Короче, здесь виден отель Милявши. Вот он, огромный. Огромный отель, короче. Вон оттуда, получается, вообще. Откуда ты? Вон оттуда, короче, я приехал. Путь был не близкий. Путь был не близкий, но я поднялся. Прикольно. Вот здесь вот наверху подъемники заканчиваются, там скамеечки есть, антенна, ну и сам спуск. Короче, я давно не катался, поэтому не знаю, как я сейчас спущусь. Обычно первую тренировку, вот первый спуск я беру инструктора. Но сегодня я Ябай Малай, а Ябай Малай все делает сам. Поэтому без инструктора попробую прокачусь. Но всем рекомендую инструкторов брать, это прям очень важно. Охотзелы урманга сығып кеткен и уғалған. Қазір будем вызывать спасательную Что-то он группу. переживает. Я тоже начала переживать. Аман юқта. Или туңған оламда, или что, не знаю, блядь. Потом Гульсум такие характеры, куда моего мужа идет. Вот что самое интересное, достар. Представляете, ма? Гульсум, значит, сығып кеткен ялытерге, менің сестренкам екі туған, неге, Дубайға. Сонан соң Дубайдан осы әлемендей Бали-Малиға, мына, короче, шунда әлі қайдарда, тілі қайда үйренді. Әптен деп. Представляете, ма? Азаматты бірден қалдырып кеткен. Так что, есть девчонки, присмотритесь к нему. У него жена часто уезжает. Ой, что я говорю, вообще ухалам. Гульсум ищет. Но нефиг Гульсум қалдырып кетерге. Есть иріңді, хайват шундай матур красавчик кияуді, бүріді. Вот, пришлось меня его с собой забрать, развлекать, чтобы ол юрмәхін, всякие клуб-млуптарда. Вот хадыр тауға өніп кеттілер, юғалды. Черт знает, где ол хадыр. Решил от меня сбежать от моего надзора. Хадыр ебарайынды тура тияққа, үфі яғына. Яқысын доктор, это не шутки, вот 30 минут мы ждем. Вон те уже второй раз. Второй раз ана хәрмініп кеттілер, азамат хаман жоқ. Юлдар, юлдар, ауыр булха булһын, тик хуңлыгына булмаһын. Ты что так долго? Мы тебя потеряли. Что ты МЧС вызывать от меня или обожу, бля? Что как? Классно, прикольно. Красота. Хорошо, снега много очень. Короче, борт 400 рублей. Ботинки вроде рублей тоже 400. Каска 200. Обязательно шлем. Шлем надо брать обязательно. Но, честно, по качеству такое себе, короче. То есть, немного крепление здесь слабовато. Я вот надевал, оно у меня скидывается. Я бы такой не брал, потому что опасно. Прикиньте, вы спускаетесь, а у вас крепление слетело, нога так болтается. Но этот, немного такой момент неприятный. Я больше не скатывался. Скипас со временем на 1 час 500 рублей. То есть покупаете за 500 рублей скипас, пополняете на 400 рублей, и только 1 час можете здесь подниматься. У меня рот замерз. Как вы знаете, доктор, я являюсь мастером спорта по катанию на плюшках. Короче, мне надо плюшка. На полчаса? Да, на полчаса. Полчаса, доктор, 30 минут, будние дни 250 рублей, выходные 350, праздничные 400. Короче, чем выходные дни, чем праздничные дни, тем дороже становится. Час 350, 500. А что такие цены бешеные? Я пока, блин, спущусь и поднимусь, уже 30 минут пройдет. Топливо дорогое. Топливо. А где топливо-то? Я же сама спускаться буду. А, подъемник, что ли? Все на топливо. Подъемник что, на бензине работает, что ли? Подъемник на бензине работает? 750 А рублей. карты наличкой? Наличкой. Азамат қайда? Тут не я бай, а Азамат. Азамат, плати! Азамат, давай, оплати. Оплачиваем. Оплачиваем. 750, ты говоришь, что Юрий, на самом деле, доктор, банда красная горкала, уже джупинговая трасса, постоянно очередь. Банда до такой степени балларман кубка шилер килялер кататься иттерге, потому что ведь был самый якын Уфуга. Ну, самый якын тугел, но якын инде. И самая такая крутой спуск инде. Вот. Вообще, мне курхан на самом деле кататься на плюшках, потому что тут во-первых, я тяжеловес, во-вторых, у меня грыжа, в-третьих, у меня спина болит. Блин, я боюсь. А если мне елка бар пугылган?
Чиштеген шишмелері Иракта халқым мұңларында. Вообще что-то какой-то так себе. Ну не говорю, такая куртка вообще. Ожидали вообще это. Конечно, андай трасса. Мында даже бесчестных балаларға даже қорқыныш түгіл. Ну, подъемники веселее. Ял күндерінде мында, знаете, какая очередь, достар? Что даже на 1 сағатқа алалар екен, ты чөбен төгітай. Балалар шуып үлгірелер всего лишь 2-3 газеты. Представляете ме? Километровый очередь такая. Ошы горка үстінгіна. Сейчас я вам покажу лайфхак. И все. Приехали. Вообще, блин, вот bu трасса шеп бұғайот, анауында қатыр шуырға. Көңілің болды ма? Болды. Эй, так себе не. Это вообще для маленьких детей, айтты ведь. А мен дурачок. Кататься этим. Здание, столовая, или как там, ресторан. Короче, мына питанияға ошай талончиктар берелер, достар. Представляете ме? Завтрак, обед и ужин. Ошу талончикты көрсетемін и ошай. Сейчас мы будем дегустировать еду и посмотрим, не всех подобрали. Вообще такой нық-дур ресторан, достар, шундай нық-матур. Бізден башқа бұнда біреу де жоқ. Қарағыда мындай дур, қарағыда мындай люстралар. Беспилотник турасы болған. Дронларға ұқсамда. Прикиньте, а? Қарғалар. Қарғалар. Прямо елға бойында хадыр ашайбет, рахаттанып сәй-сәбет. Детское меню, карта-бара, необычное и еще одно меню. Так, получается, у нас же питание включено, да. А если питание не включено, достар, мына хақтарды қарап сағыз. Мясные деликатесы. Мына 340 грамм мини-киев. Греческий оригинальный салат 450 сум. Цезарь с курицей 470 сум. Кстати, бұнда хақтар, үфіләгі ресторандарда мақ хақтар. Пицца мына тура выкупы 650 рублей. Вы представляете ме, сеймен бірге келе вареньелі. Мақырағы, бұл малиновый варенье. Бұл менің вареньелерден, знаешь, бармақты. Бұл облепиховое варенье. А был клюква. Представляете ме? И еще орешки. Прикиньте, очень прикольно. Только мен орешки на здесь нет никогда. Мне очень интересно. Сейчас попробуем чай. Мықтамлы достап. Ой, прямо насыщенный, перенасыщенный сей. Мен хадыр хочу научиться ее қайтқас делать облепиховый сей. Давно мечтаю, как раз мне әсейім берем деген облепиха, достар. Потому что менің әсейімдің настоящий облепиховый бақса үйінде. Ысын айтам, оның даже оказывается облепиханың бұл айкан тігі ир облепиха и бисекей облепиха. Представляете ма? И алардың бірге ағастарын отыртаң, алар бірге үтелерді, әлемештейдерді, и нық көп облепиха берелер. Заки ағаш айтели меня. Не знаю, это правда или нет, но шулай. Скоро мен тоже облепиха отыртам. Әлігіне башып тұққан. Просто мен әлігіне мештіп тұққан. Представляете ма? Ана қарағы, ұжан маған даже сыры мына, өз еріп ұлып тұра. Представляете ма? Үнік әйті. Вот, смотрите же, какое мне блюдо заказать. Был, короче, бургер бысақман бірге. Идет, представляете ма? Заказываешь бургер, а бысақ в подарок. Прикиньте. И шунан, еще мына картошка фри и соус. Шунан, еще бында әлемеке қалғандары. Понял? Вот перчатка, охотила. Вот такое прикольненькое блюдо. Итак, достар, меня әпкелділер мына паста с әлемекемен. Ит менен с грибами. Сейчас будем дегустировать пасту ресторана «Чайка». Вкусненько. Не разварили. Даже бәләкей помидор қалғандар. Я взял специально гитару, потому что я знал, что я буду ябай. А ябайлар должны двигаться. Ябайлар должны зарабатывать. На, что красный ключ, да? Очень богатый поселок. Вот смотрите, какие машины. Рейндж Ровер, Газель,
Да, мы Шевроле, сплошные иномарки, да. Поэтому сейчас буду играть на гитаре и получать это деньги. С подработкой не фартануло, поэтому придется максимально экономить. Я копаюсь на помойках, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк, моя дверь. 70 рублей почти. Сырозаменитель. Сливочные вафли рифленые. Ну, звучит аппетитно. Классический, да, это сахарный. Смотрите. Вон, смотрите, сколько здесь туристов. Пришли, все полки разобрали. Ну, вышло 400 рублей. Прикольно. Я не думал, что вообще за 400 рублей можно в магазин сходить. Интересно. Захотелось с подругами полететь? подругами? Да. В смысле, не вместе? Ну, хочу поработать, хочу позаниматься, хочу быть самостоятельным, типа. Захотелось с подругами на Бали полететь? В смысле, Ириш, ты что? Честно? Честно. Нет, честно. Мамой клянусь. Мама клянется. Да. А что ты постоянно так ее отпускаешь? Ну, хочет и ездит. Она же не... Тебе это нравится, ну? Ну, я к этому нормально отношусь? Она же не Но простая. тебе это не нравится. Нет, да? мне это нравится. Нормально? Нет, ну я не могу сказать, нравится, не нравится. Как бы, если это нравится, пускай она ездит. Но тебе это не нравится. Я не могу сказать, что мне это не нравится. Но ты, я же вижу, что тебе это не нравится. Нет, мне нравится. Если А, она... потому что камераны курдыля азамат, и не хочет сознаваться. Не, если она занимается тем, что ей нравится, то я не могу ей в этом отказывать, запрещать. И что она вот так постоянно ездит туда-сюда? Постоянно, мы так парановали. Не постоянно bir qarama Мәскәүдә йөрүәтә, bir qarama Казанда йөрүәтә, bir qarama Дагестанда йөрүәтә, bir qarama әллә кайда сит илдә йөрүәтә, bir qarama Париж, Милан, әллә кайда йөреп тикән. Париж, Миланда бергә Ну, я единственный раз Париж, Миланда булды. Ну, вообще, мен белмәйм, как может шундай нидә ташлап китергә. Это вообще, между прочим, кызлар, запомните, ирдәрегездә надолго одних не оставляйте. Особенно молодых и симпатичных, как Азамат. И особенно, который ездит на БМВ. Что, правда же? Немекей, Анна, әйттем де сине оксамайды, басын ілікті. Басын ілікті. Гүлсім, көрдің бе, басын ілікті. Так что, будь аккуратна, Гүлсім. Время идти в баню. Все, мы в бане. Так, вот у нас что есть, короче, комплект. Венички дали, принесли мыло, новое, прям чувствуется. Шампунь принесли. Смотрите, здесь еще all-inclusive, короче. Есть шапочки, есть фен, есть даже набор из разного сорта меда, чтобы можно было, короче, им обтираться, так понял. Есть простыни, чтобы вот можно было постелить, стол, скамейки, можно сидеть, довольно просторно. Вот банька, по стандарту горячая вода, холодная вода, все здесь есть. Вот, тазики, есть тазики пластмассовые, есть тазики такие, короче. Есть вот ковшик. Сейчас я вас научу заваривать, замачивать веник. Вот, наливаем теплую воду вот прямо отсюда, вот так вот, потихонечку льем, чтобы весь веник нашей теплой водой пропитался. Прям от начала и до конца. Вот у нас здесь есть один тазик воды, вот полностью этот тазик я сейчас так вот пролью. А сколько вообще обошелся баня тебе? Баня 850 рублей в час. Что самое интересное, что комната обошлась 700 в сутки, а баня 850 в час. Вот баня хорошо зарабатывает, да? Ограничения по людям нам не сказали, но в принципе втроем-четвером в эту баню можно пойти спокойно. Рахат лежит. Я вот на была, короче. Сейчас будет эксклюзивный контент. Такого никто не видел. Хоба! Горячо. Азамат, скажи, как познакомился с Гульсум? С Гульсум в Инстаграме познакомились через общих знакомых, потом списались. Потом она ко мне в Москву приехала. Мы думали просто вместе работать. А в итоге что-то у нас отношения сложились в конце концов. Хотя мы не думали, что мы будем вместе вообще. У нас до последнего все... Это любовь с первого взгляда? Нет, это, наверное, не любовь с первого взгляда. Мы очень долго дружили. О, горячо. Let's go! Еще раз, спасибо!
Азамат, скажи, откуда миллионы? Блогеров запускаю, продюсирую, экспертам помогаю деньги зарабатывать. Прикольно, это твоя основная работа? Да, продюсирование сейчас тренд в 2024 году будет самое популярное направление. У меня есть обучение бесплатно. Если что, подписчики могут прийти посмотреть. Прикольно. Короче, банька, супер, класс. Не, реально, за 150 рублей вообще прям хорошо сделали. Хорошо затопили, веники, все условия есть, шапочки, полотенца, простыни. Прям вообще молодцы. Не хватило только кумыса, допустим. Это уж есть к чему придираться. Классно, меня еще Салават офигенно попарил, короче. Салават, Загир вообще банщики прям. Я про Загира знал, что он банщик, он там даже где-то учился, короче. А вот Салават меня сегодня прям удивил, он такой, хоп, давай, Настя, так вот, короче. Я такой, отпустите меня. Если честно, доктор, я вообще был рубрика «Бая байдан», бүгін разочаровалась, потому что я планировала вообще конные экскурсии, планировала снегоходта экскурсиялар, оказывается, бында снегоходтарда таударға міндіріп, жүрітелер екен, представляете, и анда хаттар матур деген. И бүгін из-за непогоды не получилось, и большей части пришлось торчать в номере, представляете, дәмлі тамақтар ашап. Ярай хоть бында бар каток развлечений, и сауна бар. Какашу сауна кетерге турам. На самом деле бында килхеге девет. Бында богатый нелер, ким комфорт ярата керек инде, но богатый отельдер нафиг не нужны, потому что хин комнатанда ятмайм. В основном я тоже так планировала, что мне комната ятмайм нафиг. Но получилось ятам инде. Но Agar da hech bunda kilhaga yaltirga и hayvat погода ekan, bunda garna lishkala yurga bular, taularda экскурсиялар снегоходта, аттарда yurga bular betinde. Ну вообще очень много развлечений. И номерда ятмайхын betinde. И если так подумать, по сути вообще номер нафиг не нужен. Ну короче, барып текшерала сауналарын. Сказали, что тут вообще шикарная сауна. Кстати, достар, бында на самом деле еще бар бассейндары. Егер можно рахаттана банда бассейн төшерге, но кышкыгын опять-таки yok. Законсервирован. А где мои ботинки? Мы предполагаем, Бог располагает. Или мы располагаем, или Бог предполагает. Короче, одно из двух. Бұл какой-то американский кинолардағы байдардың үйіне оқшаған достар. Представляете? Девушка, а можно, если мы вот так прямо с вами пойдем? Можно, да? Это мой муж молодой. Шучу я. Хотите познакомиться? Он холостой, она тапочка, жүріп қалдырды, хатта, Золушка. Короче, достар, сауналама немелер, тапочка жүргенде, гельдер, шампуньдар, тастамалдар, весь бар. Достар, даже бізде өлеңдер сөйлеп қойған, прикиньте. Муншалар түшіп отырған бұлар. Бақырдың даже полотенцеге жоқ тұр енді. Бында полотенце әзірлеп қойғандар. Ленесі түрді аппақ. Әзірлеп қойғандар хине халаттар. Что тар меня хаймай, но все равно ведь әзірлегенде мендікті бешіріп қойғандар. Какая красота мына саунала тап-таза екенде. Вот это я понимаю сауна, доктор. Красота и кайф. Представляете вы? Мына уже намекей фигнюшка, Альберт тоже хотел рештерге. Был называется какой-то соляной ленемекей. Представляете вы? Тут, короче, тут басқандарда шунда матур тип. Есіне, тыққандарда, немекелі ел ішіне ана төге, гирлянда. Тұздың ішіне тыққандарда. И все мына, көреді мен есің матур тіп, оформетті қоғандар. Вообще круто. Только бассейн. Бери у себя такие. Батут карали? Имейте в виду, люди помай, большому кораблю большое плавание. Саунала, саунала. Почему-то нах тирдейхин, во-первых, мен тирдейм. И ошо отырнахан, нах босырақ соғасы тенді. Он қаралы уже көпін босырақ соққан. Мұн сала беді, олай соқмайы. Сухой пармиками. Короче, все равно, мне кажется, мунса лучше, чем сауна. И меня еще, знаете, что оқшайды? Хамам. Теге вақыт Альберт қызығып кетті, мен хамам үйде істеймін дейді. Ханап сығарды ушы кетті. Оказывается, хамам-то вообще дорогое удовольствие. Сауна намного дешевле. А хамам іштерге тең
Около 5 миллионов карактеров. Представляете, ма? Или алтаған мекен, мен білмеймін. Ну, меня ссылайте, по крайней мере. Кстати, достар, мына көп мусаларда замечаю, кишилер хазір новый муса істейдер какой-то. Короче, істейдер осай парилка. Парилка ішінде бұл жоқ. Шуда парилка етелер, сабыналар да әбетай. И осылай біз душ қойып өткендерсің. Ну, тек мына кәттегі сауналарда, мына бұнда бар екен душ. И хазір куптер, оказывается, шулай тек муса істейдер. Ну что это такое вообще, я не понимаю. Я вообще не понимаю, как можно париться, это. И душта, мочалка моя, он рука, да по-разному, Достар, это же вообще не в тему. Не знаю, меня как не нравится. Меня раз там рахаттарные пиденга, утренне пазит кует, и тебя эшканы пошлать. Что это такое? Это что за фигня какая-то? Какой-то европейский манер, что это? Развлечение для ябаев — ходить по бесплатным паркам. Поэтому вот парк Красный Ключ. Мы находимся здесь. Тут есть площадка с турниками. Тут есть 3 беседки, игровая, какая-то циркушка, еще какая-то площадка. И, в принципе, парк кончился. У нас у бабушки картофельный огород больше был. Ну ладно. Нам плывут уточки. Видите? Думаю, что мы их будем кормить. Но, увы, я сегодня ябай, поэтому с собой ни куска хлеба, ни семечек, ничего нету. Придется просто сказать им: успехов, братья наши меньше. Красный Ключ – это самый большой родник, который обеспечивает всю Россию чистой, вкусной, минеральной водой. Посмотрите, сотрудники Красного Ключа, утки, они проверяют воду на чистоту. Они проверяют, смотрят, вон там плавает трава. Иногда бывает гадит, наверное, но все равно вода кристально чистая, прям отсюда набирают, вот прям здесь вот, и пьют. Очень хорошо получается. До 1917 года это место называлось не Красный Ключ, а Белый Ключ. Белый Ключ он назывался, но вот потом была война между красными и белыми, да, все мы знаем, вот, гражданскую. Одни стреляют, там, другие гранаты кидают. Короче, вот так вот. Вот так вот ползали. Да, спасибо. Но вот проиграли, короче, и переименовали в Красный Ключ. Красный победили. Круглый год температура воды вот здесь вот 5-6 градусов. Выше нуля, соответственно, да, иначе бы она растаяла. Здесь можно купаться. Смотрите, вот здесь секретная комната. Вот она. Вот заходите, значит, вот так вот спускаетесь. 5 секунд кайфуете, воду пьете сколько можете бесплатно. И встаете, уходите. Красота. Короче, достар, бында еще бар каток. Қараған есігіма тұрғына иллюминация іліп қойғандар. И бында прокат коньков всего 150 рублей стоит. Представляете ма? И аллахында рахаттанып күні бойы жүрерге бола. Также бында бар балалар үшін горка шоурға бола, детский площадкалар. Ну, короче, все очень красиво и круто. Сөйләп бітегіз гәле. И бакалда выходных. Югалттық бүтін кіші онда излей, язалар. Бүтін кіші хорай. В жизни вы вообще другая. Моложе намного меньше, чем в экранда. На самом деле, оказывается. Без фанат. Вот мой юный фанат. Да. Комментарий бүтін ерге Хайдар. Да? Комментарий бар еді. Комментарий пишешь? Ух ты, спасибо. Как тебя зовут? Ты в прямом эфире. Пилим словно Netflix прямо на квартире. Пофиг сколько денег, пофиг сколько тачек. Короче, с детства люблю жареную картошку, потому что мне в деревне готовила бабушка. Было очень вкусно. Мы по утрам просыпались, и у нас на завтра была такая жареная картошка с корочкой. Прям такая вкусная, с домашним деревенским хлебом. Ох. Ты в прямом эфире. Пилим словно Netflix прямо на Рецепт квартире. максимально простой. Честно, картошку не помню, когда последний раз жарил. Как будто бы даже чуть ли не в первый раз я это делаю. Да, но я почему-то захотел ее с сыром. Расскажу, почему с сыром. Когда мы жили на Бали,
Мы кушали в ресторане, где подавали картошку с сыром. И это было вкусно. И мне что-то захотелось повторить. Ты насильно маме не списаешь грудь. Не, я люблю такое специально. Главное, чтобы потом этот отсор. Вот мой стол. 400 рублей, еще сыр остался, хлеб остался. Я вафли еще не все съел. Ну, по сути, вот картошка, помидорки. Прикольно. Надеюсь, у меня живот не разболится от этой картошки, потому что я прям сильно пожарил. Я вот так вот люблю, потому что мне вот так вот бабушка готовила. Но она не прям такая черная была, как у меня, конечно. Она была такая золотистая, вот такая красивая, вкусно пахла. Ну, мне нравится. О, шедевр. Интересно, что там кушает Милюша Апай? Наверное, пасту, пиццу, манты, супчики. Но моя еда все равно лучше. После вкусной еды мне захотелось вам что-нибудь спеть. Итак, достар, по традиции, her рубрика «Бая-байда» мы қалдырамыз сокровища пиратов. Именно в этих бутылках сохранены сокровища. Карта сокровищ здесь лежит. Запомните это. У нас 4 бутылки. В каждой бутылке кодовое слово. Если вы это кодовое слово найдете, то можете заработать от 2000 рублей. От 2000? От 2000. 2 бутылки прячу я, 2 башкирская домохозяйка. Смотрите до конца сторисы, чтобы узнать, где они спрятаны. А если не проследите за сторисами, никогда не узнаете, где находятся сокровища пиратов. Ты галка сказала. Кафе «Фабрика». Прячем бутылку возле забора. Дальний угол. Сделаем, да? Нормально. Скажи условия. Чтобы получить приз, находите бутылку, открываете, фоткаете кодовое слово, отмечаете меня, и вы побеждаете. Я отправляю вам ваш приз. А это бутылка с сокровищами достав от меня. Только если вы ее найдете, обязательно отметьте меня именем Азамат Кияузе. Если не отметите, нифига не получится получить вам приз. Хоть и вы найдете эту заветную бутылочку. Короче, карналышка, ориентир, ватрушка и ватрушканың артында. Так, камер не видно. Да, я первый зайду. Тут сразу поймут, что вот тут стоит какое-то здание. Прокат ватрушканың іргесінде. Мына қарағыз, ориентир фиолетовый, менің курткам мама. И шуның прямо негізінің бойына тұрған. Шап и ушла карманан, кумнан. Ориентир какой-то дыганак. Все на кумат, тапмайдар заху. Все вы поняли. Как нашли, так сразу же отмечайте и безга кодовое слово называйте. Погнали. Погнали, Аид.
И последняя карта сокровищ, достар. Яширамын ошында. Классный ключ эргәһендә. Прямо сбоку одной из арок. Сбоку, понимаете ма? Или ош ягында, или бу ягында. Прямо арканың столбына терәлеп торасак. Короче, ориентир такой, доктор. Или мына ошында гына мөйештә ята, или ошында гына мөйештә ята. Стеклянная бутылка, эсендә желтая записка. Называете кодовое слово, упоминаете меня, Азамат Кияумды, и все. И получаете приз. Итак, достар, бай, значит, мин, бай висят. Потратила всего 25 тысяч и отдохнула от души, ашаным, эстем, развлекаться иттем, живой музыка тыңланым, саунала еуындым, тюбингта кататься иттем, түрлі урындар матур көрдім, көп урындарды, конечно, көралмадым, ғафу етіңіз, потому что мы с ним катаем, и потратила всего 25 тысяч. А я потратил 5200, и это учитывая то, что я вот тебя возил еще за бензин. Пора, бай бензин алып удым түләмәһәң алып кайтаһың. Вот, короче, достар, представляете, бір суткаға можно 5000-ға от души развлечься. Біліп қойғыз. Можно даже еще меньше потратить. Телепередача. Бұл ер, Милеш апай, әтке башлана. Әгәр һин тумаһаң, дөньяга булмаһаң, кемдер үкенер ине. Беркем үлмәс ине, кояш һүнмәс ине, йөрәгем һүнер ине. Алайда һин йөрдә, минең менән бергә, мөхәббәттән итереп. Йөрәге бетибә, нурын һибә, тимәк бер әле